16 лет хрупкого, но мира и надежды на светлое будущее. Ровно столько длилась миротворческая операция. Оценивая позже события 1992 года, эта операция была признана одной из самых успешных миротворческих миссий. До этого радостного события с каждым днем уровень напряженности возрастал. Ежедневные боевые действия, обстрелы, человеческие жертвы. Народ Южной Осетии терял всякую надежду на мир. Настолько яростно наши кровожадные соседи пытались истребить и изгнать осетин с земли предков. Необходимо было предпринять срочные решительные меры. И, наконец, голос Осетии был услышан. В Сочи прошла трехсторонняя встреча в формате Цхинвал-Москва-Тбилиси, где и был подписан исторический документ соглашения о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. В зону конфликта были введены миротворческие силы. Их главная задача – установление и поддержание мира. Помимо российского контингента в миротворческие силы вошли батальоны противоборствующих сторон, осетинский и грузинский, по 500 человек каждый. Отдельной стороной выступила Северная Осетия. Грузинская сторона, по докладу, как вы слышали, отведена в горы. Осетинская сторона также отведена за пределы зоны. Дальнейшие наши действия, согласно принятых совместной контрольной комиссией решений, дальше должно начаться восстановление жизнедеятельности города, жизнедеятельности всех правоохранительных функций. Газ, вода, телефон, электроэнергия. Восстановление этого должно начаться. Люди должны вернуться в город. Беженцы. Вот это главная задача. Хватит воевать уже. За этим мы сюда и пришли. Для народа Южной Осетии ввод миротворческих сил был настоящим праздником. Воинов в голубых касках встречали со слезами на глазах. Они принесли на нашу землю хоть и зыбкий, но долгожданный мир, вселив надежду в души уставших от войны людей. Несмотря на то, что они были призваны сдерживать стороны, о полноценном мире говорить не приходилось. Провокации продолжались, время от времени проливалась кровь. Однако такого развития событий, как в 2008 году, не ожидал никто. Люди, призванные творить мир, поневоле стали участниками боевых действий, когда подверглись целенаправленной полномасштабной атаке грузинской армии и не только. Все договоренности были нарушены и со стороны грузинского батальона миротворческих сил. У осетинских и российских миротворцев не оставалось другого выхода, как защищать мирных жителей и спасаться самим. Отражая нападение противника, потери понесли все, и осетинские, и российские миротворцы. Они до последнего не оставили своих позиций, защищая подступы к Цхинвалу. Прошло 28 лет с ввода смешанных сил в Южную Осетию. В памяти народа не только тот исторический день, но и подвиг, который они совершили, грудью закрыв израненный город. Роза Тедеева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.